Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Известную независимую журналистку, 75-летнюю Солтан Очилову, власти Туркменистана в очередной раз не выпустили из страны. Об этом сообщает Хроника Туркменистана. Журналистку должны были чествовать в Женеве, однако на рассвете перед вылетом ее забрали из квартиры и увезли в больницу под предлогом необходимости срочного обследования. Очилова – одна из немногих корреспонденток, которая рассказывает о происходящем в Туркменистане под своим именем. Не так давно ее также не выпустили из страны на вручение премии, испортив перед вылетом в аэропорту ее паспорт. 20 ноября в 9 утра Очилова вместе с дочерью должны были вылететь из Ашхабада в Женеву, а в 6:30 к ней в квартиру постучали. Когда она открыла дверь, на пороге стояло 4 мужчин в белых медицинских халатах и масках. Один из них заявил: есть подозрение, что у нее инфекционное заболевание, и нужно срочно доставить ее в больницу для обследования. Очиловой не дали позвонить родным и не позволили взять мобильный телефон. Пожилую женщину силой потащили к машине скорой помощи. Она лишь успела закрыть дверь на ключ. При посадке в машину ключ у нее выбили из рук и забрали. «Зачем тебе на том свете ключ?» — спросил один из так называемых медиков. Солтан Очилова не знала, куда ее везут, и предположила худшее, что только может с ней случиться, но ее доставили в инфекционную больницу Чоганлы. Там ей объяснили, что женщина, которая приходила к ней в гости пару дней назад, попала в больницу. Журналистка знала об этом как и о том, что у ее гости было не инфекционное заболевание, а ишемия, и она лечилась в неврологическом отделении. Журналистка рассказала об этом врачам, и через полчаса ее знакомую привезли и положили в инфекционную больницу. Около 7 утра на квартиру к Очиловой приехали ее дочь с мужем, чтобы забрать мать в аэропорт. Но в дверях они встретили человека в белом халате. Тот рассказал ту же версию об инфекционном заболевании и добавил, что все, кто контактировал с Очиловой, должны пройти обследование, после чего отбыл восвояси. В настоящее время Солтан Дайза остается в больнице. Врачи не говорят, когда она сможет вернуться домой. С каждым разом действия спецслужб выглядят все изощреннее. Год назад, чтобы не позволить Солтан Очиловой выехать из страны, сотрудники миграционной службы на паспортном контроле в аэропорту заявили, что ее паспорт негоден. При этом в нем стояла свежая шенгенская виза. Документ проверили в консульстве Германии и не нашли никаких проблем. В негодность его привели сами служащие паспортного контроля. На глазах у Очиловой и ее дочери они промокнули оба паспорта влажными салфетками. После давления со стороны международных правозащитных организаций журналистки и ее дочери выдали новые паспорта. В этот же раз устроили целое детективное представление с участием реальных и мнимых медработников, пишет Хроника Туркменистана. Как оказалось, накануне в инфекционной больнице, куда положили Очилову, спецслужбы попросили освободить несколько палат. В них лежали дети. Вероятно, их всех уплотнили в других палатах. Такая вот профилактика инфекционных заболеваний и основательная подготовка. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.